награждения. Приказом министра обороны Российской Федерации номер 900 от 17 декабря 2013 года награждается юбилейной медалью в память 25-летия окончания боевых действий в Афганистане Сажин Евгений Васильевич. Главное, не забудьте. Все, спасибо. Я поздравляю всех с праздником, но долго говорить не буду сразу. Бабалев Юрий Александрович, позвольте вас поздравить с замечательным праздником и вручить вам благодарность от Организации офицеров России. Даже Евгений Васильевич. Подполковник, военный летчик, кавалер 2 боевых орденов. Давайте поздравим его с Днем воздушного флота. Лимонович, майор, военный летчик, вертолетчик, как и я. Виталий Пантелеймонович. Поздравляю с Днем воздушного флота. Здоровья. Должен быть всегда профессионалом. Ковалев Александр Николаевич. Не дает забывать свою профессию летчика. Позвольте вручить ему медаль за верность авиации. Ковалев Александр Николаевич. Начал связал служить с авиацией с 14 лет. Парашютист, планерист, летчик. А дальше все его должности мы знаем здесь, в Туркале. И до сих пор еще работает в авиации. Он первый заслужил у нас медаль за верность авиации. Спасибо, Саша. Ну и руководитель вашей организации Сельченко Владимир Федосеевич. Позвольте вручить ему сегодня медаль 100 лет Воздушному флоту России. Авиацию. Позвольте сегодня еще выразить благодарность дочернему предприятию «Фаберлик» столицы. Они сделали подарки для наших женщин, летных профессий. Спасибо. Добрый вечер всем. Спасибо, что вы здесь. Есть возможность отметить вместе в нашем дружном кругу наш профессиональный праздник День воздушного флота. С огромной радостью вот в этом зале смотришь и видишь знакомые лица. Я много времени работал, находились в небе, и ощущение воздушного небесного братства еще осталось. Есть с кем вспомнить наши незабвенные времена, когда мы были в одном строю. И есть кого поздравить с Днем воздушного флота. У меня задачка, наверное, внести немножко лирики вот, в предстоящий вечер. Об авиации я читал много и упорно. Я бы прочел 2 небольших стихотворения, которые, может быть, касаются от нас, мужское братство.
Стихотворение называется «Основное». Ни с чего по сердцу резануло и прижало болью к косяку. Ни с чего от внутреннего гула потянуло стужей по виску. Есть пора, когда уже не мальчик, а задетый зрелостью мужик, но еще не божий одуванчик, что от женщины отвык. Есть пора, когда перемололось, что перемолоться и должно, стало грустью, звонкая веселость, как переплодившее вино. Есть пора, когда уравновешен с окружением, сердцем и душой, в меру относительную грешен, в меру чист по совести людской. Есть пора, не грезишь о покое, лишнее с себя обтеребя, и тогда приходит основное понимание жизни и себя. Второе стихотворение вообще-то посвящение. Все вы не однажды видели выступление замечательного хора «Аверябинушка». Пусть и мелькнется там, в драмтеатре, где они выступают. На подходе, да? Вот уже Станислав. Ну, мне второй раз слова не дадут. Читаю. Как заразительно поете, всю душу выложив свою, как будто все еще в полете, как будто все еще в строю. Вы под баяна переборы, перед людьми на чистоту, поете русские просторы, любовь и небо, красоту, и бас мужской, и голос женский звучат со сцены в унисон, как говорят, набор джентльменский, и этим в жизни ценен он. За годы долгие по каплям вы добывали свой успех, став замечательным ансамблем. Вы этим радуете всех. С праздником, дорогие! Друзья, нашу песню мы начнем наш концерт начнем с песни, которую мы пели в молодости все. Сегодня должен быть здесь у нас старший штурман, военный штурман, которому исполнилось 94 года. Но, к сожалению, он не пришел. Хочу вам напомнить, что вот сейчас только, вот неделю назад прозвучало, что умер штурман, который бомбил Нагасаки. А вот наш штурман Кувардин, ему тоже 94 года, он ровесник. Он открывал бомболюки, нажимал на электросброс и бомбил столицу нацистской Германии, Берлин. Мы очень жалеем, что его нет, но в честь его и в честь всех военных, кто учился, мы поем
летит стальная эскадрилья. Юго-Западного фронта, ну тогда уже Советского Союза, а слова придумали наши участники, в том числе Юрий Александрович Бабылев, который здесь сидит. И поэтому песня «Авиационный марш ветеранов аэрофлота города Сыктывкара». Всегда надежный мотор.
Николаевич. Только окончил аэроклуб, были направлены, добровольно уходили на фронт и стали ночными ведьмами летать на У-2, бомбить фашистские коммуникации и самих фашистов. Сейчас мы споем эту песню, посвященную, называется она «Баллада о военных летчиках». Запевает ее Любовь Яценек, диспетчер, авиадиспетационный диспетчер. Когда вы песни на земле поете, тихонечко вам небо подпоет. Погибшие за Родину в полете, мы вечно продолжаем свой полет. Мы ангелами стали поневоле, роняя с крыльев
ветер и крик журавлей, погибшие в небе за родину становятся небом над ней. Мы заживо сгорали самолетом, как факелы победы вам светят, тонули с парашютами в болотах, но воскресали все-таки летят. За всех детей летели сквозь метели, за всех детей сквозь тысячи смертей. Хотя в короткой жизни не успели баюкаться их собственных детей. И грозы, и лед, но слова команда нас назовет. Мы бывали в таких переделках, лишь летавший все это поймет. Небо голубое, ставшее летчика судьбой, небо доброе и злое, голубое, грозовое, стало ты моей судьбою, я и Бог твой, и Бога не Бог. Готовьтесь, знакомый котят, звездный мир мы будем штурмовать. Зачем может не быть космонавтом, космонавту нельзя не летать. Небо голубое, ставшее для летчика судьбой, небо доброе и злое, голубое, грозовое, стало ты моей судьбою, я и Бог твой, и Бога не Бог. Новую песню «Фронтовики, наденьте ордена» запевает Владимир Горшков. Мама, вы пришли живыми, в новой жизни сеять временно, во имя павших жертв, во имя фронтовики, наденьте ордена. Фронтовики, наденьте ордена. Солдат платок ушел не за награду, но велика награды тот ценой. Во имя чести воинской правды, фронтовики, наденьте ордена. Фронтовики, наденьте ордена. Ваших друзей лежат могила краски, а не разлучить родные. Во имя вдов и матерей солдатских, фронтовики, наденьте ордена. Наденьте ордена. Чтоб не бывать зимому жару снова, солдатской крови, крови до сполна. Чтоб помнил враг урок войны суровой, фронтовики, наденьте ордена. Фронтовики, наденьте ордена. 70-й широты. Запевает даже Троица.
синеют сплошные ленты. А на 10-м параллели в это время цветут сады. А нам не страшен ни вал, ни яркий, ни холод песни внутри. Ведь мы ребята, среди десятки широты. Ведь мы ребята, среди десятки широты. Если надо, значит будут и здесь сады. Пусть недели, пусть живым рядом, надо будет расколоть и груди. А нам не страшно, ни вал, ни раны, ни вот весь мерзоты. Ведь мы ребята, среди десятки широты. Ведь мы ребята, среди десятки широты. Пусть морозы и пусть тревоги, пусть сугробы встают круты. Быть проложен пути дороги по закону своей мечты. А нам не страшно ни вал, ни раны, ни холод вечной мерзоты. Ведь мы ребята, среди десятки широты. Ведь мы ребята, среди десятки широты. Хочет нас поприветствовать. Сюда. Добрый день, дорогие наши гости, дорогие наши участники хора «Авиарябинушка». Вот сегодня, посмотрите, какой дисциплинированный хор. И сегодня действительно всех вас, всех гостей хочется поздравить с праздником авиации, потому что мы все как-то связаны вот с этим праздником. Но сегодня у этих вот участников, таких замечательных, дисциплинированных, сегодня уже второе мероприятие. Мы сейчас только вернулись с театра оперы и балета. Там был большой грандиозный праздник, 45 лет ветеранскому движению. И они у нас были там вообще прям красавцы, завершали вообще весь праздничный концерт. Сегодня они у нас стоят в новых костюмах. Да? Принимаете, народ? Сегодня все отметили, потому что первая репетиция была в пред каких-то этих костюмах, был ужас. Да? Мы уже мозг вынесли ателье и вообще всем-всем, поэтому вот еще чуть-чуть еще в доработке. Но мне хочется что сказать, что вот этот хор наш, я так смело говорю, да, наш, потому что мы настолько с ними сблизились внутренне, профессионально, творчески. Мы действительно живем одной большой семьей. Согласны? Правильно говорю? Да, потому что мы знаем все их проблемы, они знают теперь наши проблемы. И вот наши мероприятия теперь настолько добрые, настолько хорошие. И вот этот коллектив слушать хочется, потому что вот эти песни такие, которые задевают душу, затрагивают вообще все эмоции. И вот действительно наш девиз, он уже стал общим. Главное, ребята, сердцем не стареть. И сегодня вот маленький презент от Дома развития культуры и искусства, просто наденьте ордена. Каждому подарок. Наши гости не все эти моменты знают. Вот вы знаете, был один такой концерт, хочется вам сказать, да? И вот действительно они быстро волнуются на сцену, там тум-тум-тум-тум-тум, выстраиваются, да? Но вот концерт начинается, вроде хочется им звучку дать, там и как-то пристражить, погладить кого-то, чего-то как-то. Но вот выстроился хор. Знаете, другие коллективы выходят, выползают, там, поправляют что-то там. Вот. Но эти выстраиваются. Арпиник Куркеновна выходит. И вот я не знаю, каким вот движением, каким жестом, она вот только рукой раз, и весь хор, представляете, раз на один шаг. Это вот, вы знаете, за душу так трогает и говорит о том, что вот этот хор, вот действительно Авиарябинушка, он настолько дисциплинированный, то есть люди работали в такой дисциплине, в
таком коллективах таких, где порядок, дисциплина, все четко, ясно. И это передается в творчестве. И это, вы знаете, так красиво, так профессионально. И то, что этот хор является самодеятельным, это только на бумаге. На самом же духе от всей души желаю творческих успехов. И главное, ребята, сердцем не стареть. А остальное вот все нормально. Так? Ура! 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 Уважаемые гости, я предлагаю не забывать, что этот год для Коми-авиации юбилей. 2 ноября исполнится 85 лет гражданской авиации Республики Коми. И, безусловно, наш народный хор, здесь директор этого заведения назвал их хором художественной самодеятельности, или как? Мы говорим, что это народный хор, это наш любимый хор. И, безусловно, этот хор будет самый коллектив, будет самый желанный на этом юбилее, поскольку ветераны прежде всего будут петь для авиаторов, для ветеранов, для тех, кто создавал эту авиацию, развивал и кто продолжает в ней работать. Спасибо вам большое. Ольга Леонидовна, позвольте от нашей организации «Офицеры России», от ветеранов воздушного флота, от военных летчиков вручить вам благодарность за вашу работу, за ваше уважение к ветеранам. Всего вам хорошего. Геннадий Васильевич, вам, ветераны, наших поздравлений.
Федько Станислав Кузьмич. Марченков Виктор Николаевич. Ну и наши спонсоры, фирма Фаберлик, приготовила подарок для женщин. Позвольте мне их вручить. Друзья, наш концерт закончен. Сейчас люди рассаживаются за столы и поднимают тост. Первый тост будет по нашей традиции поднят за тех, кто отдал свою жизнь авиации, кто служил ее развитию и, к сожалению, не дожил до этих дней. Второй тост наш будет за то, кто нас всех сблизил сегодня. Нас сблизила авиация. А дальше тосты свободные, и у нас свободный микрофон. Кто хочет выступать, ради Бога. Самодеятельность приветствует.